Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте. Рад вас видеть. Спасибо взаимно. Мой первый вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы чувствуете, когда заходите на стадион «Спартак»? Ну, естественно, эмоции переполняют всегда. Я всегда говорил, это наш стадион, наш дом второй. И здесь тренерская жизнь моя началась. Поэтому, естественно, только положительные эмоции. У нас всегда стоял вопрос о том, что сколько болельщиков должно приходить. Вот количество болельщиков и их поддержка действительно влияют на качество игры нашей сборной? Однозначно. Болельщики у нас просто красавцы. Болеют здорово, поддерживают, гонят ребят. И ребята платят тем же. Болельщики – это обязательное условие для хорошей игры, для побед. И поддержка всегда есть. Да, давайте тогда туда пройдем, присядем и начнем нашу беседу. Александр Сергеевич, прошел месяц, отдохнули от футбола? Да нет, как от футбола я никогда не отдыхаю, потому что это моя жизнь, поэтому немножко переключились сейчас на другие дела, поэтому, они все футбольные. А как, по-вашему, прошли последние дни под вашим руководством в сборной? Они прошли очень плохо, по-другому не скажешь, потому что поездка в Индию была просто кошмарная по всем условиям. То есть принимающая сторона, конечно, как-то странно себя повела. То есть это тренировки, подготовка. В общем, по большому счету, мы поехали заранее, а смысла туда заранее не было ехать. Почему? Потому что подготовки как таковой не было. Это и качество полей, и сюда, и так далее. То есть мы не смогли нормально подготовиться. В этом главная причина, по-вашему? Конечно, мы не смогли подготовиться. Конечно, мы не смогли просто подготовиться. А тем более, ты тренируешься на огороде, а играешь на более-менее еще более нормально. То есть ты ничего натренировать не можешь. Это отскок, мяч, все по-другому. Не было усталости от сборной в последние месяцы работы? Да нет, какая усталость. Я еще раз говорю, футбол – это вся наша жизнь. Наоборот, мы думали над развитием сборной именно на будущее. То есть мы много игроков начали доверять. То есть новые игроки получили опыт в Индии. Сколько там, 5 или 6 дебютов было. То есть потихоньку начали адаптировать. То есть более далеко начали смотреть. Потому что март и июнь, и может, в наших планах сентябрь мы могли делать какие-то эксперименты, ставить новым людям давать игровое время, международный опыт, я имею в виду. Поэтому это было осознанно, и по плану это у нас так было. А уже октябрь, ноябрь там готовится непосредственно уже конкретным составом. То есть поэтому никакой усталости, наоборот. А внутри атмосфера какая была? Можете рассказать, как вы на тот момент контактировали с игроками сборной? Здесь у нас вообще полный порядок. И когда мы на сборах, и когда вне сбора, у нас все время полный контакт. И даже сейчас у нас полный контакт с ребятами. Здесь никогда проблем не было. Александр Сергеевич, пойдемте продолжим беседу уже возле того поля, которое для вас стало действительно родным. У меня вопрос о сборной внутри атмосферы. У вас никогда не было проблем с игроками? Классическая, наверное, проблема тренер-игрок. Почему? Были. Как без этого? Были. И не Можете, одна, например, и не раз. пример привести нам? Давай. И как решили? Многие знают, многие нет, но это все равно должно остаться внутри команды, потому что мы это решали вместе, и это такая внутренняя информация. Да. Просто ваш предшественник, Сергей Александрович, он говорил, этот игрок не выполняет то, что я ему говорю, поэтому будет отстранен. У вас такое бывало? На публике вы же никогда не слышали, чтобы я так говорил. Поэтому нет, конечно. А для этого есть разбор игры, специально отведенное время, разбор игры, и мы вместе со всей командой обсуждаем какие-то детали. Есть также индивидуальные тактические занятия, опять же групповые. То есть я не вижу смысла обвинять в чем-то игрока, но он от этого лучше не станет играть. То есть надо, если ты понимаешь, что игрок может это выполнить, надо понять, почему он это не выполнил, найти причины
И через разбор игры, через объяснение, опять же, через тренировки добиваться, чтобы он это выполнял. Все будет нормально. А кто был, по-вашему, самый сложный игрок в плане мотивации, может быть, или донесения ваших мыслей? Да нет такого. Нет. Такого не было? Нет, каждому индивидуальный подход, грубо говоря, это обычная вещь. Нет такого, что кто-то что-то не понимал. Да нет. Вы помните первый день, когда вы приехали в нашу страну? Ну, конечно, помню, я прилетел тогда в Качкарату. Зима была. Погода так себе. А какие эмоции испытали? Ну, все было удивительно, было интересно посмотреть. То есть с интересом приехал и изучал, так сказать, новую культуру, новую страну. Было все нормально. А когда готовились к поездке, что вы узнали тогда о Кыргызстане? Ну, особо не интересовался. Там, это получилось так внезапно. То есть я не могу сказать, что я следил. Получился вариант, поэтому собрал вещи и поехал. Это так было спонтанно. И потом вспомните первые игры в команде, как они проходили. Ну, тогда чемпионат, если я не ошибаюсь, 15 или 16 раз переносился, или 13, начало чемпионата. То есть мы готовились, но не знали конкретную дату. Но, опять же, это был первый опыт мой тренерский. Ну, тогда такое состояние было, очень много эмоций было. И повторить это сложно, но было очень интересно. Ваш первый трофей вы завоевали. Что вы себе сказали? Мы выиграли чемпионат, но мы договаривались с руководителями, что задача только чемпионство. Поэтому, ну да, было удовлетворение от хорошо проделанной работы. Тем более мы подарили праздник Качкарате. У команды никогда не было никаких медалей. Тут первый трофей золота. Ну, то есть это был большой праздник. Отмечали все как надо. А вообще, если говорить об инфраструктуре, что было тогда и что есть сейчас, это уже огромная разница. Ну, конечно, ну тогда, так скажем, сложная ситуация очень была. Очень сложно. Но мы меняли это все по ходу, и руководители шли навстречу и сделали хорошие, нормальные условия. Первый раз, когда вам предложили возглавить сборную, расскажите нам для истории, как это происходило, как на вас выходили и о чем вы больше всего говорили. Ну, я дома был, мне позвонили ребята, которые работали в федерации. Это Дастан Турсуналевич, Аслыбек Милосович, потом нынешний президент, тогда он не работал в федерации. То есть вот есть такой вариант. Ну, обсудим. Я прилетел сюда, поехали встречаться с президентом, тогда был Семитей Султанов президент. То есть, ну, сели, поговорили, обсудили, там, еще раз говорю, ну, я подготовился, там была программа, она небольшая, но тем не менее она была. И договорились, что что-то сразу получится сделать, что-то будем потихоньку вместе делать. Это был такой пошаговый проект, и, опять же, все делали, приобретали новый опыт. Ну, как время показало, хорошо получилось. А вообще, какие условия ставили перед вами, вот, скажем, из первых результатов, и какие условия ставили вы перед футбольным союзом? Ну, и, опять же, с той программой, с которой я приехал, там было написано, что вернуть болельщиков на стадион, и именно игрой. Мы же не можем загнать. Именно стиль игры должен быть такой, чтобы людям было интересно смотреть. Ну, и, естественно, через качественные игры, через атакующий стиль добиваться результата. А мы договорились, что вот это мы можем сделать, а это, ну, нужно время. Я говорю, нет проблем, все хорошо, лишь бы энтузиазм, так скажем, не остыл. И ребята все делали, сдержали свое слово, мы двигались, каждым годом все наращивали. Поэтому у меня никаких вопросов нет. Еще раз говорю, только благодарность. А вообще, сколько, по-вашему, ушло времени на то, чтобы выполнить ту задачу, заполнить вот этот прекрасный стадион болельщиками? Ну, на следующий год, вот мы в 2014 приняли, в 2015 уже полный стадион был. И с Австралией, и с другими командами. Поэтому, в принципе, ну, сразу и получилось. Это очень короткий срок, да? Ну, да. За счет чего? Ну, понятно, что с Австралии пришли большинство на Австралию. С Австралией мы еще поговорим, уже отдельная люди тема. пришли на Австралию, а не на нас, это ясно. Но после этой игры уже начали на нас ходить.
когда мы уже перешагнули через это, вот этот синдром Австралии, когда уже люди стали приходить конкретно на наших звезд, на наших игроков? Ну, это было постепенно, я не знаю, надо посмотреть там статистику заполняемости, но от игры к игре люди начали добавляться. Раньше много людей, ну, редко ходило на стадион. Ходили, я ничего не говорю, но сейчас ходить стало намного больше. И ну, люди разбираться стали больше в футболе. Да. То есть именно болельщики стали в этом плане грамотными, и от них всегда шла положительная энергетика здесь. Это просто фантастика. Насколько важно иметь несколько таких очень хороших матчей с такими звездными игроками, с такими звездными сборными, как Австралия, Корея, Япония? Это очень важно, потому что это тот ориентир, к которому надо стремиться. Они показывают именно то направление, в котором надо работать. Такие игры обязательно нужны. И не 2 игры в год. Все же положительный эффект от той самой игры с Австралией 1-2 имеется. Ну, любая победа, она менее информативна, чем поражение. Поражение, оно больше информации дает. Но ты больше там сидишь, думаешь. Победа, да, ты анализируешь, но она немножко так сглаживает многие вещи. А когда ты проигрываешь, ты более детально, более внимательно там, начинаешь разбираться. Поэтому все логично. Помните, о чем говорили после игры с Австралией? Да не помню. Не помню. Ну, поблагодарил за игру, и все, потому что мы не разбор, ничего не делаем сразу. Только я всегда благодарю И за уже игру. И готовитесь к все. следующему Конечно, сопернику. да. Ну, потом анализ, да, и потом уже разберем. Потому что на эмоциях что-то говорить. Выиграли, порадовались, не выиграли. Ну, тоже не надо посыпать голову пеплом, надо разобраться в причинах, проанализировать и двигаться дальше. А в чем, по-вашему, эволюционировал наш болельщик вон с той поры, как вы начали руководить нашей сборной? А в чем произошло, может быть, ментальное изменение именно в психологии наших болельщиков? Ну, вы посмотрите, какая атмосфера на стадионе, организация, то есть болельщики и там эти фонарики, там и волны, там, ну, и кричалки, ну, классно, поэтому, ну, не знаю, культура боления в Кыргызстане на высоком уровне, это однозначно. Чемпион Кыргызстана! Итак, мы спускаемся в подтрибунное помещение. У меня такой вопрос, Александр Сергеевич. Вы когда-нибудь считали количество матчей, которые провела сборная под вашим руководством? Нет, не считал, но я думаю, есть люди, которые ведут статистику, они расскажут об этом. А вам вообще интересно узнать, сколько матчей вы? Ну, интересно, конечно. Чисто для статистики? Ну, да, я же говорю, проработали 8,5 лет, почти 9. Это тоже, я же говорю, период, от которого тоже можно отталкиваться в плане статистики. Ну и количество игр, конечно, будет интересно. Да, пойдемте. Александр Сергеевич, мы сейчас находимся в подтрибунном помещении, где находится святая святых, раздевалка. Вообще, что испытывают футболисты и главный тренер, когда вот проходят уже на официальный матч? Ну, раздевалка – это такое место, такое для каждого футболиста это самое важное, то есть это то, что идет последний этап подготовки к игре. Там очень интересные вещи происходят, естественно, о них никому нельзя рассказывать, да. Но там атмосфера просто фантастическая, и раздевалка – это все перед выходом на поле, это то последнее место, где все приготовления самые важные. Эмоции, накал, заряд, там просто фантастически. Давайте тогда пройдем сейчас святая святых, раздевалка нашей национальной сборной. Что испытываете сейчас, Александр Сергеевич? Без футболистов как бы раздевалка так себе, помещение. Да. Когда футболисты, это совсем все другое. Не та аура, да? Ну, конечно, то есть накал, напряжение, все, это все другое. Так это, наше знакомое помещение. Когда футболисты здесь, это тоже совсем все по-другому. Это, еще раз говорю, тут столько много интересных вещей и важных происходило, и будет происходить. Это определенное место такое. С ним очень много все связано. Давайте присядем и пару вопросов здесь. Можете примерно нам спроецировать, Александр Сергеевич, вот представим такую ситуацию, команда здесь,
Вы где больше находитесь? В центре? Нет, Или вы вон наши находитесь- места, да, там мы тренеры переодеваемся, вот, поэтому мы все время там. И ну, здесь все футболисты, мы не мешаем, каждый А, индивидуально. Ваши места там. Да, да, абсолютно верно. Спроецируйте вот первый матч. Вы здесь в роли главного тренера. Вы больше говорили о тактике или больше мотивационных вещей? Потому что мы понимаем, что тренеры, конечно, все разные. Здесь в раздевалке мы тактическими вещами не занимаемся. То есть при подготовке к игре, когда идет теория, план на игру, теория, стратегия игры, ну как мы планируем играть, это все в гостинице делается. Здесь более такие мотивационные вещи. Да, конечно, есть там срочно какой-то подсказ, может быть, там, ну, в перерыве, опять же, да, есть тактические моменты. А перед игрой здесь только мотивационные вещи. Тут надо не мешать футболисту. А что значит не мешать? Ну, все готовятся по-разному. Кто-то музыку слушает, там одну, кто-то другую, кто-то не слушает. То есть, и не надо дергать футболистов. Каждый настраивается по-своему. Чтобы здесь мы уже ничего не изменим. Здесь все Чтобы идет ребята не подготовка. перегорели? Да, если кто-то там серьезно, наоборот, кого-то надо расслабить. Или наоборот, кому-то там гайки подкрутить. Там, кто сильно там. Ну, в общем, здесь надо именно направлять футболистов, но не мешать им. Вообще, касаемо игр национальной сборной, в мотивационной речи на что делается акцент главным тренером? Вот столько лет были, о чем больше всего говорили? Ну, разные моменты, разные ситуации, поэтому и разные вещи. Ну, опять же, дома это одни ситуации, то есть мы говорим одни вещи, там, ну, слова, на выезде мы другие слова говорим, то есть и, ну, в зависимости там, в каком мы состоянии, с кем играем, в общем, тут все индивидуально. Я даже больше сказать, я даже там вспомню, что вы говорили, там, я даже и не вспомню. То есть это идет вот в онлайне, сразу ты говоришь, и все, потом уже что говорил, там, завтра уже не вспомнишь. То есть это тут надо подобрать. Это ситуационные вещи. Да, и тут надо подобрать слова, которые ты смотришь на ребят, которые им сейчас нужны. Сейчас нужны. Не в долгую, там, не вспоминать какие-то истории, а наоборот, то, что им поможет. А может быть, вообще не надо говорить. По-разному бывает. По-разному. Было по-разному. Вот из той сборной очень много было составов при вас. Кто был наиболее такой серьезный? Можете вспомнить? Нет, это все серьезно. Вот кто сидит прям вот, кто-то может укутаться. Да нет, такого нет? Нет, такого нет, конечно. Ну, это же коллектив все-таки, что ты сел. Нет, такого нет. А кто более в шутливой форме, может быть, расслабляет? Да, атмосфера хорошая, я же еще раз говорю, у нас ребята все веселые, общительные тут. Кого-то одного там выделить. Нет, один пошутил, второй, третий. То есть здесь такого какого-то явного лидера там, или наоборот, кто-то там молчит, такого. Нет такого. Тут так сбалансировано, скажем так. Здесь все с хорошим чувством юмора. Представим другую ситуацию, перерыв между таймами. Что делает главный тренер сборной? Ну, когда как счет развивается, как игра складывается. В последнее время мы практиковали здесь уже и видео мы показывали, то есть мы заходили сюда, быстро там монтировались моменты и показывали, на какие надо вещи обратить именно в перерыве внимание, там то, уже с видео пришли, но это только дома вот возможно. Сложновато, но возможно, время немного, но мы ключевые, потому что сидит тренер наверху, еще смотрит там же видео, и уже мы там к 43-й минуте условно знаем, какие моменты будем показывать, то есть видеоассистент приходит, уже нарезает, команда зашла, 2-3 минуты, их не трогаешь, они там выдыхают, и потом уже там через 5 минут то, коротко, тезисно, уже видео даже начали смотреть. Помните, как в нашей команде стали появляться первые немцы? Эдгар Бернхард был первым, да? Ну, они втроем приехали. А сразу втроем? Да, Бернхард. Кто на них вышел и как это происходило? Это работа до меня была в федерации, я знаю, этим вопросом уже люди занимались до меня. Это при нас они просто приехали. Ну, меня, естественно, поставили в известность, показали видео, надо, я говорю, ну, конечно, надо. И люди начали заниматься. Кто на них вышел, ну, именно отсюда. Мне рассказывали, что Бернхард сам вышел на связь. Может быть, да, написал в федерацию, Да. может быть. Я же говорю, это меня происходило. И как эти ребята наши повлияли вообще на игру сборной?
Но на они, качество? они были системообразующими футболистами. Конечно, они принесли очень большую пользу, был огромный вклад. И по отношению наши ребята смотрели там как отношение к тренировкам, отношение к играм. У наших ребят неплохое, просто оно чуть другое было. Да. И многие вещи, как бы, вот ребята, которые играли в Германии, нам привнесли. Ребятам это помогло. Вот это был мой следующий вопрос. В чем они были сильно отличимы от наших? Ну, так скажем, подготовка к игре. Например, у них кто-то была- говорит, там, они там более дисциплинированные, эти более тактически подготовленные. Да нет, это, во-первых, две разные Да, характеристики. да, да. Вот. Нет, я имею в виду, что кто-то говорит, что эти качества, другие качества. Вот в чем были Нет, сильные? именно в профессионализме по отношению к себе, именно по отношению к себе, к требованиям. То есть это культура питания и отдыха, то есть именно самоподготовка. Вот в этом. И наши ребята как бы очень много переняли, потому что это нормально, это правильно. И сейчас, конечно, уровень самоподготовки у наших футболистов совсем другой. Сейчас нормально, все как надо. Давайте поговорим об историческом успехе. Выход нашей сборной на Кубок Азии 2019 года. Можете вспомнить свои эмоции? Потому что болельщики, это понятно, мы испытываем свои эмоции, вы как руководитель той сборной, что испытали? Ну, мы, как вы помните, долго жили в ожидании матча с Мьянмой, где он будет, определенности не было, то есть немножко это так напрягало. Ну, и когда поняли план подготовки, то есть где будет, что будет, как, ну, начали готовиться, ну, как обычно, серьезно, и в итоге, как время показало, правильно все сделали. Ну и, конечно же, эмоции были фантастические, потому что задача выполнена, первый раз, история, ну, класс. А что первое пришло? Чувство усталости, чувство удовлетворения? Вот, например, некоторые тренеры говорят, вот мы и победили, все, я сразу понял вот это все пережитое, я сразу устал, не вставал, спал. Такого не было у вас? Нет, я, честно говоря, не очень понимаю, что значит встал, спал. Нет. Какое-то опустошение, оно происходит, Да. естественно, эмоционально, но оно чуть попозже. А когда только в этот день, когда ты выиграешь, в сам момент. ты в эмоциях, конечно, и это твой день, когда надо праздновать. Следующий день уже, да, готовиться к следующей игре. А в день, когда ты выиграл игру, надо праздновать. Это правильно, давать выход эмоциям. Это здорово. А когда-то, зачем мы играем? Мы же играем ради болельщиков, ради эмоций. У болельщиков и у нас же тоже эмоции. Футбол, игра эмоций. Поэтому это логично. Вспоминая Кубок Азии 2019 года, мы вспоминаем сразу же игру с Эмиратами. Вот чего не хватило нашей сборной? Это судейство или что-то другое повлияло? Как вы думаете? Ну, работу судьи я не обсуждаю. Опять же, не хватило голов. Вот. Ну и в обороне что-то начало игры, что-то как-то мы плохо начали, что-то ребята переволновались сильно. 15 не получилось, ну, многое не получалось, потери были в простых ситуациях. Дебют был плохой, как следствие, и голы пропустили простые со стандартов. Немножко так было, как скованность у ребят. И мы пытались своим подсказом их немножко, так скажем, раскрепостить, начать играть в футбол. Ну, как видим, получилось. Получилось, но опять же, я говорю, немножко не хватило. Ну, в атаке забивать надо во втором тайме, сколько у нас моментов было. Ну, что делать, это футбол, все не забьешь. А вот если говорить о втором выходе на Кубок Азии, что можете сказать? Это уже будет традицией, как вы думаете, в дальнейшем? Ну, как я вижу, это обязательные вещи должны быть для национальной сборной Кыргызстана. Участие в Кубке Азии, это само собой разумеющееся. Это должно быть так, это нормально. Александр Сергеевич, вы еще много лет проработали в кыргызском футболе как главный тренер наших клубов. Что изменилось за время работы именно на клубном уровне? Ну, на клубном уровне, во-первых, клубы новые появляются. Опять же, на клубном уровне, к сожалению, инфраструктура не очень меняется, с одной стороны. С другой стороны, ну, поля какие-то естественные, неестественно искусственные там стелят там при определенных проектах. Вот. Ну, так глобального-то особо нет такого ничего глобального, чтобы были какие-то изменения. Ну, а в клубе что может измениться? Организация, ну да, но это внутренне никто не видит. А так это только инфраструктура, а с этим тяжело. И по качеству игроков, что можете сказать? Нано, Палану сейчас более высокого уровня
Ну, конечно, люди растут. Естественно, сейчас уже отношение к себе более профессиональное у людей. Люди, еще раз говорю, занимаются самоподготовкой, саморазвитием. И сейчас в этом проблем нет. Конечно, сейчас футболисты более внимательно относятся к себе. И в завершении хотел спросить, вы о чем-нибудь сожалеете? И если сожалеете, то вот конкретно о чем вы сожалеете? Да нет, о чем можно жалеть. Мы проработали, прожили фантастический отрезок по эмоциям. Поэтому тут, наоборот, я счастлив, что это было, и это классно. Еще раз хочу всех поблагодарить за работу, и Федерацию футбола, и футболистов, ну и, естественно, наших болельщиков. Было здорово, и есть что вспомнить, и рассказать можно. И ваши пожелания уже следующему тренерскому штабу сборной? Я сборной, еще раз всегда говорил и буду говорить, еще раз желаю успехов дальше, продвигаться именно к тем задачам, которые стоят. Ну и, естественно, радовать болельщиков, потому что, еще раз, болельщики, они у нас самые лучшие. Это была очень интересная беседа. Спасибо вам, Александр Сергеевич. Вот в завершении еще один хотел вам вопрос задать. Какие у вас планы на ближайшее будущее? Планы работать, оставаться в футболе, так что жизнь не заканчивается, наоборот, это перевернутая страница, теперь у нас новая страница. Сейчас мы в процессе. Да. Вы сейчас у себя в родном Краснодаре. Да. Чем вы заняты сейчас? Опять же, саморазвитием, ну и больше времени немножко семье уделяю. Но опять же, смотрю, читаю много разного футбольного видео, всякой литературы. Вопрос саморазвития. Ну, он всегда стоит. Он всегда актуален. Это естественно для тренера, что нужно искать что-то новое, свое анализировать. Ну, в общем, этот аналитический момент никогда не уходит. Да. Спасибо, Александр Сергеевич, спасибо за ваши ответы. Еще раз отметим, что сегодня у нас в гостях был бывший главный тренер национальной сборной по футболу Александр Сергеевич Крестинин, который честно ответил на наши вопросы, надеюсь, и дал ответы на ваши вопросы тоже. Спасибо, что были с нами. До свидания. До свидания.